Короче, выстрелил. Но непонятно вот. Какой-то звук я слышал, где-то в хвостовую часть, где-то через сучья прошла пуля. И птица улетела. Так, непонятненько. И лыжи не взял. Жалко, конечно, что лыжи не взял. На этой березе он сидел. Хоть посмотрю там, может, какое перо осталось. Если осталось, значит, на лыжах надо искать. Или через кусты пуля ушла. Через сучья. Блин, лыжи надо. О, блин, глубоко. Так, вот на этой березе он сидел. Ух, ни хрена себе. В яму попал. Да, бесполезное занятие искать. Сейчас карабин разбирал, блин, что там может. Поправка опять нужна какая для оптики. Фух. Так. Далеко улетели, блин. Что-то не видать их. Фу. Ой.
Ладно. О, собаки. Молодцы. Догнали меня. Ух. Мои бездельники. Догнали наконец-то. Давай искать. Может попал, может нет. Фух. Такая борозда осталась. Молодцы. Короче, как всегда, я опять промазал, видимо. Да и без лыж далеко не пойдешь. Прошлый раз, прошлую охоту, такую охоту, вот что я сейчас тоже было, назвали, что я форточник. Хотя я вообще не соглашусь с этим. Но ехал я на буране, увидел птицу, вынул ружье из чехла, карабин. Буран заглушил, прицелился, выстрелил. Это разве форточничество? Вы ошибаетесь. Форточник — это отдельная бригада охотников, которые каждое утро без выходных выходят на машине и ездят по трассе. Они как на работу выходят и вот ходят и молодняк долбят. Птиц. Они глупые, подпускают. Что-то я опять промазал, я не знаю почему. Так что не сравнивайте охоту с форточниками. Вот сейчас после выстрела у меня вот такой. Вот пуля, видно, не через тушу прошла, а через... Блин, может лыжи одеть? Ладно, сейчас я съезжу еще куда я запланировал, пускай так будет. А сюда можно еще на лыжах заехать. Вдруг куда-то он упал. Может и не попал. Всякое может быть. Я сейчас, короче, одним словом, винтик один покрутил на карабине. Курок, немножко спусковой курок ослабил. И сейчас чувствуется, что курок быстрее нажимается. Как-то непривычно даже. Фу. Вот тут береза. Сейчас еще здесь вот пройду. И вот я разбирал там цевье. От механизма все я отделял. Может, с оптикой что-то опять не так. Потому что я сейчас стрелял не спеша. Ставил карабин на буран и стрелял не спеша. Вот я внимательно смотрю. Может, перышко упало, может, капельки крови там. Но, видать, ничего тут не упало, не капнуло. Фух. Вот на этой березе он сидел. Ну, блин, Олег. Стыд и позор, блин, тебе стрелок хренов. Ой, как же так, ребят? Одни промахи у меня почему-то. Не знаю даже, что думать. От силы 120 метров было. Фу. Почему не попало? Фух. С мелкашки я лучше стреляю, чем с карабина. На карабин надежды больше, а результата меньше. Вот такие дела.
Так что не думайте, что на охоте, если ты купил карабин, будет стрельба без промаха. Не будет этого, уверен. И здесь дорога куда-то ведет. Вот как. Фух. Так. Ладно, фиг с ним. Я сейчас на центральную дорогу, наверное, все так и выйду. Здесь без лыж делать нечего. Может и сидят там березы высокие, я смотрю. Развернусь и обратно поедем за прицепом. Ну вот. Это конечная остановка. Здесь развернулся. Сейчас буду обратно плыть, как будто я плыву по волнам, потому что пухляк снег и раскидывает так, как волны. Ни одной птицы я больше не видел. Здесь развернулся. Собаки отстали. Они, видно, устали. Действительно, они начали уставать, потому что трудно им бежать. Ни в какую не садятся на санки. Я знаю, как приучить их. Сегодня вдоволь набегаются. Ладно, сейчас немножко перекурю. Там еще один перекресток будет. Ну, я сразу не заехал туда, еще заверну. Посмотрим там еще. К речке выходит дорога. Здесь, в принципе, тоже уже река Одью. Здесь мост через речку был. Где-то на другом берегу избушка. Хотел сегодня на эту избушку сходить, но, знаете, я все-таки, наверное, вернусь на то место, где были пострелушки, где я выстрелил птицу. Туда я сейчас пойду. Поеду, то есть. И лыжи одену, все-таки я поброжу еще там. Потому что звук пули для меня подозрительный был, как будто, может, через кусты, может, попал, но схожу, поищу. Все равно надежда умирает последним. Надо для себя доказать, что попал или нет, там поискать. Если без подранка улетел, мне не жалко, пусть летает. Если под ранком куда-то упал, может и не упал, фиг знает.
такой стрелок, блин, что-то я не знаю, что со мной происходит. Сейчас уже не спеша выстрелил, не спеша, спокойно. И курок такой интересный, вот сейчас мягкий стал. Надо привыкнуть. Если я привыкну к этому курку, что я сейчас отрегулировал, у карабина ложь такая, винтик там есть. Разбираешь ложу, отделяешь от механизма, ствол, механизм, все, ну, на два части разделяется карабин ложь. И там есть винтик возле спускового крючка. На целый оборот я открутил. И сейчас он мягче стал. Как будто сперва он жестче был, а сейчас мягче. И вот если привыкну, ну, так и так я привыкну к этому курку. Для меня это будет легче прицеливаться и стрелять. Вот. Санка уже в снег, полная сани снега там. Куда-нибудь сюда, если поставить мишень, да пострелять. В принципе. Пару раз хотя бы стрельнуть. Давайте я, наверное, сейчас поставлю сюда мишень. И пару раз я выстрелю. Попадет, не попадет. Где-то со 100 метров, наверное. Бахну пару раз, потому что мне надо ориентировочно знать, почему я не попал в птицу. Ладно, вот так. Собаки. Ну и пусть, в принципе, обратно буду ехать там. Увижу я их. Не видать их, видите, какая бураница, какая колея после меня остается. Ну, для рыбаков я готовую колею сделал, пусть ездят. Сейчас рыбаки. Бураница готовая, в принципе. Бензин, наверное, там. Ням-ням он сделал. Да, дофига уж сжег. Полбака почти. Вот это да, нормальный ход. Мать моя моржиха. Вот это выстрел, ребята. Ровно 100 метров. Бураном там мерял. Ебать. Такого попадания с первых выстрелов, вон, смотрите. Огонь. Вот это да. Карабин не виноват. Я не знаю, почему я не попадаю в птицу, но со 100 метров прицеливался примерно под яблочко где-то. 2 попадания. Вот так вот. Сейчас еще бахну на разок. И на 300 метров еще поставлю мишень. Ну, вот эту фигню поставлю. На 300 метров отъеду. И главное, сюда попаду или нет, попробую. Так, нормально. Вот смотрите. Это результат 100 метров. Где-то 3 сантиметра раскидывает. Ну, это норма. Вижу собаку. Вот так и не знаю. И вторая. Айда позади. Тулан спереди идет. Считай, через минут 20 только они дошли до нас. Далеко еще. Лок, айда! Вот такие патроны. Вон они. 9,4 грамма. Так, ну с ходьбой, конечно, у меня в попыхах еще, но попробую еще стрельну. Видели, как, блин, слишком чувствительный стал. Сейчас еще разок, может, и не попал сейчас. Не успеешь там дотронуться до... Попробуй.
Фух. Тула, айда, молодец. Айда. Ну, устали, конечно. Ладно. Глянем, что на этот раз. Он побежал любопытный. И боится. Хвост отпустил, мужик. Айда. Айда. Ай-яй-яй. Устали. Вот сегодня вы действительно устанете. Не знаю, сколько километров до сюда. Но они конкретно устали. Ну вот. Фух. Одна левее ушла, вторая тоже, но в цель тоже попала примерно. Это уже моя вина, ничего трогать не буду. Вон. Одна попала, одна в цель, чуть правее, левее то есть, а второй вот. Ну, ничего трогать не будем.